Всем привет! Сегодня очередная башкирская глинка под названием «Башкирская красавица». Глинка достаточно интересного цвета, кремовая, с белыми, с желтыми оттенками, очень фактурная. На вид как овсяное печенье, но достаточно плотное и тяжелое. Откусывается с хрустом. Хрустит во рту недолго. Немного залипает. Но не сильно, не критично. Больше как глинка Астана. На вкус сразу земляная, пыльная, немного терпковатая. По вкусу очень напоминает глину башкирочка, только та чуть более рыхлая, рассыпчатая и темней по цвету. Когда много откусываешь, все-таки залипает существенно, но постепенно тает в такую тугую сметанку. Жалко, что во рту сильно не хрустит, достаточно глухой хруст. Вкус я тоже не сказала бы, что прям очень сильно яркий. Отчетливо чувствуется вкус земли, пыли. На этом все. Глинка не скрипит пока. Почему пока? Потому что от башкирских глинок можно ожидать чего угодно. Какие-то кусочки могут быть абсолютно чистыми, не скрипучими, а некоторые могут иметь выраженный скрип. Этот кусочек тоже достаточно чистенький. Поначалу глинка кажется немного сухой, но когда много уже откусываешь, то понимаешь, что все-таки она жирная. Особой сливочности я тоже не чувствую, но залипает она так капитально, когда помного ее откусываешь. И все-таки попался какой-то кусочек скрипучий, не сильно, не критично, но легкое такое поскрипывание кремния. В целом глинка очень интересная. Да, может быть, она не самого яркого вкуса и хруста, но достаточно приятная, жирненькая, обволакивает приятно. То, что нет сильного скрипа, тоже хорошо. Я не очень люблю сильно скрипучие глины. Цвет красивый. Кусочки напудренные, шероховатые. Когда сильно залипает, то говорить уже тяжело и жевать тяжело. Поэтому прошу простить мне чавканье характерное. Вот такая красивая глинка. Желтые вкрапления сейчас хорошо видны. С виду можно подумать, что глинка меловая, но нет.
Все-таки она достаточно жирная. Залипает прям так иногда, что не отодрать. Ну, кто любит мелок, можно попробовать с мелом или с какими-то другими более сухими глинками, с уральской или еще какими-то, которые помогут разрядить обстановочку. Я люблю глины есть отдельно, не мешать их в какой-то микс. Мне кажется, так более интересно. Можно прочувствовать абсолютно всю гамму ощущений данной глинки. Вот такая глинка. Не соленая, не пресная, слегка терпковатая. Никаких сладковатых послевкусий. Достаточно спокойный такой ровный вкус. Считаю, что для башкирской глинки очень даже неплохо. Думаю, что буду брать ее еще, чтобы она у меня была всегда. Разнообразить, так сказать, свой рацион интересными, красивыми глинками. Это всегда хорошо, потому что какие бы они вкусные ни были, конечно же, они все равно приедаются. Всегда хочется чего-то новенького. Ну, такая интересная глинка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.